Сарексевскую спортивную школу посещает около 150 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Впервые за несколько десятков лет юные спортсмены будут заниматься в теплых, комфортных условиях. Кроме того, под этой крышей будут проходить все спортивные мероприятия Кахемского Кажуна. Своя котельная и свое водоснабжение – это создание в спортшколе нормальных условий. Заработают душевые кабины, появится нужная сантехника. Все это было предусмотрено в данном зале постройки конца 80-х годов еще прошлого столетия. Да, не было. Раньше я тоже здесь работал как тренером. Это было уже в 2005 году, после окончания института. И в то время было в зале холодно, да, все равно вот центральное отопление наше не смогла вот это поддержать. Недостаточно. Недостаточно было. И все равно здание старое, вот холодно было, короче. Одной из самых серьезных проблем было отсутствие воды в спортшколе. Раньше проблем у нас было, воды не было вообще. У нас здесь сами себе умывальник сами себе построили, там дети там умывали. Сейчас хорошо, что у нас тут колодец построили. А воду откуда брали? А мы с колодца набрали воду. Набираем. То есть вручную привозили сюда? Да, вручную воду? сюда, да, воду привезли сюда. Сколько километров идти или тут? Ну, отсюда где-то 2 километра колодец есть. И сколько это продолжалось? Сколько лет это было? Ну, это уже 10 лет. Все изменилось, когда детско-юношескую спортивную школу Кажуна взяло на баланс Министерства спорта Тувы. С января текущего года начали закупать спортивные снаряды, были выделены финансово-материальные средства и на капитальный ремонт. Начинается демонтаж пола, окон там открыли, кровли. Уже кровли закончили большого зала. Вот сейчас идет ремонт малого зала, крыши. И начали потихонечку полы заливать. Весь тренерский и технический состав с воодушевлением взялся за лопаты, пилы и молотки. Руки и опыт есть. А самое главное, делает все для себя. Здесь задействован в основном тренерский состав и техперсонал. Здесь работает все. В основном и сам даже директор здесь с нами работает вместе. Чтобы здесь работу делаем мы сами качественно, чтобы для себя, чтобы ученики здесь радовались и тренировались. Одним из проблем, которые мы столкнулись, это крыша. До этого она была сделана некачественно и протекала из крыши. И обновили новым материалом, шифрами, и поставили новые шифры. И так-то все по-новому стало, все хорошо. Пока мужчины занимаются ремонтом, инструктор-методист Светлана Цырга уже составляет план занятий для молодых спортсменов. Хорошо, что у нас люди уже понимают, что без спорта никуда. И здоровье, и здоровый образ жизни влияет на наше здоровье. Вот дети с удовольствием записываются на секции, приходят. И все категории детей у нас, какие есть многодетные, из малообеспеченных семей, дети, трудные подростки. Капитальный ремонт Сарексевской детской и юношеской спортивной школы должен завершиться до начала холодов. По плану обновленная спортшкола откроет юным спортсменам свои двери уже в ноябре текущего года. Сайган Бюрбю, Владимир Сюртюк, Кузел Сарексерен, Тува 24.